Чтобы белых пятен стало меньше, в ходе Малгобекской оборонительной операции, по словам историков, было сбито более 30 советских самолетов. Большинство из них до сих пор числятся пропавшими без вести. Новый проект «Горячее небо Ингушетии» должен в корне решить эту ситуацию. В проекте у нас есть, находить эти места падения этих самолетов непосредственно. Найти эти места, устанавливать там памятные знаки. Они близко к населенным пунктам падали. Вот Ачаулки, Верхние Ачаулки, Нижний, Малгобек, в Назране, город Назрань, Эрбек-Юрт. Некоторые места мы обнаружили, мы уже знаем, где там 5-6 мест, где непосредственно падали самолеты. Участники поискового отряда «Малгобек» намерены отыскать места падения самолетов и установить на ингушской земле стелы в память о героях-летчиках 4-й воздушной армии. Именно они защищали небо Ингушетии и всего Северного Кавказа от фашистских захватчиков. Тогда, в далеком 1942-м, эта армия поддерживала действия наземных войск. Были письма в администрации нашей республики, в администрации города Малгобек, Малгобекского района, обращались родственники погибших летчиков на территории Ингушетии, которые хотели узнать судьбу своих дедов, или прадедов. Такие письма, обращения были. Опять-таки повторюсь, не имея опыта, мы отдельно непосредственно за авиаторов, за летчиков, отдельно поиск мы не вели. Да и сейчас тоже нам это делать сложно. Нужен определенный опыт. Кстати, один из таких монументов, посвященный летчикам, уже начали возводить рядом с топливно-энергетическим колледжем. Именно здесь в 1942 году был захоронен летчик Валентин Имиров. За время боевых действий он совершил более 170 боевых вылетов, сбил порядка 7 самолетов противника. В последнем воздушном бою с 6 истребителями командир истребительного авиационного полка был подбит сам. И он уже подбитый, он разворачивает свой самолет и таранит второго немецкого самолета и сбивает второй немецкий самолет. И потом уже самолет его начинает падать. Он прыгает с самолета, но высота остается маленькая, там метров 200, и парашют не раскрывается, и он разбивается здесь. Вот такая информация есть. Презентовать новый проект ингушские поисковики намерены уже в апреле этого года, на этом самом месте, где строится монумент, посвященный защитникам мирного неба над Малгобеком. Тамара Хшагульгова, Умар Газдиев, Новости 24.